Добрый день! Сегодня я хочу вам рассказать, как приготовить плов по-туркменски, но с калмыцким акцентом. Дело в том, что я готовлю обычно плов только из мяса, которое было произведено в Калмыкии. Баранина, говядина, но именно скот, который пасется на таких сухих травах. Мясо имеет совершенно иной вкус. Для того, чтобы сготовить плов, все берется в пропорции 1 к 1. Первое – мясо. Вот, допустим, сегодня я купила где-то 1,5 килограмма мяса, говядину. Беру я морковь. Морковь – очень важный компонент. Морковь я беру практически, где-то на 1,5 килограмма мяса, мякоти, у меня килограмм моркови и килограмм лука. Лук я режу очень крупно, а морковь, вот посмотрите, морковь у меня порезана соломкой обязательно. Но она достаточно, так сказала бы я, крупная. Ни в коем случае морковь нельзя тереть на терке или, допустим, в комбайне. Все это я делаю только вручную, потому что морковь очень важный компонент. Лук вы потом в плове не найдете, потому что он весь растает, а морковь, она будет украшать плов. И еще один компонент – это рис. Рис, конечно, когда я не в Калмыкии готовлю плов, я беру рис пропаренный. Если я нахожусь в Калмыкии и готовлю плов здесь, я беру рис из большого царына. Потому что это очень вкусный рис, несмотря на то, что внешне он, возможно, не так красив, как вот пропаренный рис, который рисинка к рисинке, но вкусовые качества риса, который произведен в большом царине, очень хорошие. Подытожим. Значит, вот порезали мне мясо. Вы можете на рынке попросить, вам порежут мясо так, как нужно. Вот небольшие кусочки, вот такие вот кусочки мяса. Значит, и обязательно нужен жир. Обязательно. Без жира плова не бывает. Мне вот, когда я вчера сходила за мясом, человек, который продает мясо, он мой знакомый, он мне сказал, приходят ко мне студенты из Туркмении и просят продать мне, чтобы я им продал отдельно жир. Я говорю, это они плов готовят, говорю, только они плов готовят без мяса, на жиру. А он говорит, я им говорю, жир я вам отдам бесплатно. Вы у меня чуть-чуть еще мяса возьмите. Тогда мы, говорит, находим паритет. Так что, значит, у меня 1,5 килограмма говядины, спелой говядины, это не телятина. Спелая говядина, это уже вот так, скажем, телка такая, 1,5-2-годичная, уже жир начал приобретать такой сливочный оттенок. Значит, я порезала, приготовила морковь соломкой, порезала, приготовила лук, и вот у меня рис. Значит, вот это 4 самых важных компонента. Кроме этого, в плов можно добавить изюм, можно добавить чернослив, курагу, зерна гороха, в общем, все, что вы хотите. Плов может быть, половина казана плова могут быть сладковатым, вторая половина, наоборот, с чесноком и с перцем может оказаться. Так что плов вообще на Востоке готовят и без мяса. Летом, когда жарко, готовят его просто на масле. Масло тоже в зависимости. Вот недаром же студенты из Туркмении приходили, жир покупали, Я иногда готовлю плов на растительном масле. Но растительное масло я обязательно кипячу, чтобы у него пропал вот этот вот запах. Потому что нужно, чтобы был запах мяса, запах моркови, риса, но не запах масла. Так что масло обязательно надо прокипятить. Сейчас я достану казан. Вот знаете, плов я готовлю в любой посуде, в принципе. Даже могу 5-ведерной кастрюле сварить, сготовить. Но хочу сказать, что казан лучше всего. Почему? Потому что у него очень маленькая площадь донышка. И тепло обвивает его со всех сторон. А так как рис находится сверху, то тепло равномерно распределяется, и тогда рис пропаривается полностью. Если же у кастрюли или у казана очень большое дно, то тогда верхний рис, может самый верхний, быть не пропаренным. То есть он будет твердоват.
Хочу сказать, что плов готовится обычно на большом огне. До того, как я закрою крышку на казане, у меня всегда большой огонь. То есть фактически я не могу отойти от казана ни на шаг и ни на минуту. Вот. Ну, на этот объем, наверное, я сейчас налила грамм 150, может быть, даже 200. Одна из особенностей плова, что рис должен искупаться в масле. Для того, чтобы не было запаха масла, я вот бросаю в казан жир, чтобы как бы он забрал, что ли, запах растительного масла. В Средней Азии готовят на хлопковом масле. Но мы уже вот в Калмыкии, все, кто живет в Калмыкии, готовят обычно на растительном масле. В общем-то, я не знаю, я считаю, что это очень вкусно. Когда я готовлю плов, это слышит весь дом. И ко мне заходят друзья и спрашивают: Гуля, ты плов готовишь, что ли? Я говорю: да, я готовлю плов. Приходите, через 2 часа будем все вместе кушать. Потому что это такое блюдо, которое человек должен кушать в большой, хорошей компании. Так, надо посолить. Вы знаете, еще такая особенность есть, что я мясо солю отдельно, рис тоже отдельно. То есть каждый продукт должен получить свою порцию соли. Мясо я готовлю на большом огне. Я не убавляю комфорку, кидаю столько соли, сколько я считаю нужно для него. Но когда я собираюсь солить рис, я пробую мясо. Если мясо там или много соли, или недостаточно, то значит в рис я бросаю больше соли или меньше, наоборот, соли. И вот все время я стою, помешиваю и помешиваю, чтобы равномерное прожаривание мяса было. Когда вот сейчас вот мясо слегка прожарится, я одновременно брошу и лук, и морковь. Вот мясо мое ужарилось. Так, теперь я добавляю лук сначала, весь, одновременно. Вот, лук, он у меня сверху лежит. И еще сверху всю морковь. Фактически, видите, впечатление, что мне некуда будет добавить рис, но все это мы ужарим так, что рис будет лежать свободно. Можно об этом не беспокоиться. И теперь я не отхожу от плиты ни на минуту. Я начинаю все это перемешивать и ужаривать теперь мясо с луком, с морковью. Я кладу еще столько много моркови, потому что она должна дать свой каротин. И рис у меня получится такой, благодаря, конечно, моркови, золотистого цвета будет рис еще. Кроме этого, надо ужарить лук и морковь очень хорошо, чтобы было место, куда расти рису. Рис любит воду, рис пьет воду. И обычно я покажу, сколько воды я наливаю кипяченой поверх риса. Но плов любит высокий огонь и любит, чтобы его караулили. Поэтому иногда, когда я жду гостей, допустим, вот завтра ко мне придут гости, я делаю половину работы с вечера. То есть я мясо с луком и с морковью довожу до готовности. На следующий день я включаю снова огонь, значит, жду, когда все это закипит, потом кладу туда рис, заливаю воду и начинаю где-то рис. На это у меня уходит где-то, час тогда. Чем еще хорош плов, что вот когда он из говядины, его можно кушать, он очень вкусный и в холодном виде. То есть не обязательно, вот помните, раньше на сутки отключали газ в листе. Я обычно всегда на
вот этот период, когда готовили к зиме город, я на этот период, на этот день обычно готовила плов, и все приходили с удовольствием и ели холодный плов, изготовленный из говядины. Отойти невозможно. Надо стоять, караулить мясо, чтобы не пригорело. Сейчас вот посмотрите, как уже ужарилось. Когда я положу рис, надо будет налить обязательно воду, потому что рис пьет воду. И вода обычно у меня кипяченая. И чтобы быстрее процесс пошел, я из чайника наливаю кипяток. Вот уже, как говорится, почти. Мяса очень много. Теперь надо обязательно посолить. Надо кинуть столько соли, сколько нужно для риса именно. Вот я иногда так. И я лью крутой кипяток. На 2 пальца выше риса должна быть вода. И она должна кипеть. Получается, что где-то, наверное, не меньше литра, да? Да, где-то не меньше литра. Да, не мешаем. Теперь надо, чтобы вода ушла вниз. Ждем, когда вода уйдет вниз. Вот такую дырочку я делаю все время. Как бы приподнимаю все от блюда чуть-чуть вверх, чтобы вода оказалась на дне, потому что должен подниматься пар наверх. Я не кладу в плов специи по той простой причине, что у нас настолько высококачественное мясо в Калмыкии, да, что не нужно его вкус забивать специями. Они украшают плов, безусловно, вот когда там добавляют зерна и граната, добавляют, очень много чего добавляют в плов, особенно в Средней Азии. Но вот у меня плов такой, что 4 компонента: лук, морковь, мясо, рис. Все, больше у меня, я обычно ничего больше не добавляю. Посмотрите, пожалуйста, вода фактически вся ушла. Ее уже нет. Видите, рис как поднялся? Вот. Теперь я накрываю плов крышкой. Я взяла махровое полотенце. Одно и то же я им всегда пользуюсь. Оно именно у меня для крышки плова, да? Намочила его снизу, половину его намочила. Намоченная сторона полотенца осталась внизу. Значит, сверху вот я закрыла очень плотно крышку. В общем, чтобы оттуда ничто не проходило, пар не выходил оттуда, да? И сделала минимальный огонь, чтобы я слышала, как рис дышит. И теперь мы будем ждать 40 минут. Так, прошло 45 минут, мы засекли время. Я открываю крышку казана. Когда у меня очень много гостей в доме, бывает так, что до 20 человек, да, я плов переворачиваю ляган. Это большое, огромное блюдо, где тогда плов как торт лежит. И сейчас вот мясо внизу, мясо, оказывается, когда я подаю его на стол, наверху. Когда у меня в гостях творческая группа, я, значит, вот так вот, как пирог,
достаю. Мне надо сделать так, чтобы мясо у меня оказалось сверху. Зелень у меня мелкая нарубленная, она в чашке, и обычно ее ложечкой каждый берет, кому нужно. Да? Некоторые вот хотят слушать только запах мяса и вкус риса. Вкус мяса и вкус риса. Зелень даже не притрагивается к ней. Ну, я обязательно ставлю хлеб черный на стол, значит, желательно черный хлеб, и зеленый чай. Вот зеленый чай, да, очень нужен. Приглашаю вас к столу. Все, вот я теперь несу плов на стол. Мы сделали салат. Вот. Теперь веки. Плов. Какая красота. А запах какой чудесный. Ну просто красота. Такое ощущение, что на один рис один кусочек мяса. Так. И морковь, да? Угу. Так. Я вообще на диете, Ну, по такому случаю, да. Он, между прочим, ну, не жирный, я бы хотела сказать, да? Но вот рис должен вот так вот рассыпаться обязательно. Это его главное условие, что рис вот так вот. Каждая рисинка должна искупаться в масле, да. Теперь вам, Володя, тоже. Ну, обычно я мужчинам кладу очень много мяса, потому что мужчины наши защитники, да. Оператор – это главный человек на съемочной площадке. В Нидерландии у малых голландцев было такое изречение «мастер одной картины». Это всю жизнь художник писал один и тот же натюрморт, но писал он его просто мастерски. Вот я себя называю мастер одного блюда. Я умею готовить только плов и готовлю его всегда с величайшим удовольствием. И обязательно, единственное условие для хорошего плова – это должен быть такое мясо калмыцкое, рис большецарыцкий. Все, это успех.